Играли на амбициях. Телефонные мошенники звонили госслужащим и предлагали им помочь подняться по карьерной лестнице. При этом жулики называли себя именами высокопоставленных чиновников и за услугу просили вознаграждения. Особо падкие на должности подвоха не замечали и перечисляли на электронные счета авантюристов по 20 тысяч сомов. А один даже по указанному адресу отправил ружье с оптическим прицелом и патронами. Когда чиновники поняли, что их обманули, сообщать в милицию стали не все. Ведь, по сути, они же согласились дать взятку, а это тоже преступление. Но пару заявлений все-таки поступило. Началось расследование, а великодушных чиновников, обещающих должности, нашли в местах не столь отдаленных. Все судимые, один даже 5 раз, отбывают наказание. Звонили из колонии. Лица, отбывающие срок наказания в колониях, исправительных колониях, были звонки оттуда. Неоднократно мы совместно со службой исполнения наказания при Министерстве юстиции сотрудниками проводили неотложные обыски, изымали вот эти телефоны, сим-карты и в дальнейшем проводили оперативно-розыскные мероприятия. В основном так выявлялись. Чаще всего жертвами телефонных мошенников становятся бизнесмены и пожилые люди, которые в силу возраста очень доверчивы. Есть несколько самых популярных сценариев. Первый – родственникам сообщают, что близкий человек попал в беду и нужна взятка, чтобы его спасти от ареста. Второй – сообщают об баснословном выигрыше, но чтобы его получить, надо внести незначительную плату. Сегодня звонит жене девушка, говорит, ошиблась и закинула на ваш номер 200 сомов. Попросила закинуть на ее номер 200 сомов. Жена мне позвонила, говорит, действительно пришло 200 сомов. Думаю, ладно, с кем не бывает, закину ей 200 сомов. Но все же решил поискать в интернете варианты кидалова. На сайте Мегакома есть предупреждение о таком мошенничестве. Через полчаса приходит СМС, платеж отменен. 2 раза выигрывал телевизор и посылку везли, но вишенкой на торте была СМС, что выиграл 1 000 000 фунтов стерлингов. В большинстве случаев звонят и говорят, что нашли документы, собаку и так далее из мест не столь отдаленных. Схема почти всегда одинаковая. Звонят, говорят, что нашли, просят приехать, например, к Народному, так как там есть терминалы. Но вы-то думаете, что будет очная встреча и получите пропажу из рук в руки. Вы приезжаете, звоните, а они говорят, что нужно закинуть деньги через терминал, и после этого вам вернут пропажу. Многие клюют на эту удочку. Доход у телефонных мошенников весьма крупный, может превышать и 3 миллиона. Защита от жуликов, прежде всего, бдительность. Нужно запомнить, если звонят незнакомцы с неизвестных номеров, пугают, оказывают давление, торопят, вынуждают отдать деньги, это мошенники. Они всегда стараются ввести человека в шоковое состояние, манипулировать им, торопить, напугать. Но обычно, когда мошенники звонят, мошенники обычно ведут в заблуждение, разговаривают очень быстро, даже не дают время подумать человеку. Просто нужно быть очень бдительным. Конечно, это даже лучше, что через вас, через средства массовой информации, через соцсети нужно будет нашим гражданам всем сказать самое главное, чтобы не поддавались к этим уловкам мошенников. Обычно они, как я уже выше сказал, уже представляются очень чуть ли не вашими родственниками. Конечно, всем известно, существует GetContact, различные Icon. Через них могут узнать контакты близких родственников, тех абонентов, кому они звонят. И, пользуясь такими случаями, и входят в доверие обманным путем. Второй пункт из инструкции о жизни в мире, где каждый может стать жертвой мошенника. Никому и ни под каким предлогом не сообщать номера банковских карт, секретные коды на обороте, логины и пароли доступа, личную информацию о себе и близких. Екатерина Докамбаева, Нурдан Крыбеков, Пирамида.